Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 2 июня в Национальном художественном музее Якутии откроется выставка шедевров Третьяковской галереи. Это подарок якутянам в честь столетия образования республики. Еще в 1928 году из фондов Третьяковской галереи были переданы 27 живописных полотен правительству Якутии. Именно эти работы составили основу собрания Национального художественного музея республики. О традициях сотрудничества Третьяковской галереи с регионами и о других проектах расскажет наша гостья Зельфира Трегулова, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи. Зельфира Измаиловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверняка подобные проекты организовывать довольно-таки сложно. Скажите, благодаря чему стала возможна выставка Третьяковской галереи в нашем регионе? Я думаю, что здесь было выполнено 3 главных условия. Первое – огромное желание Национального музея Якутии и его руководства сделать эту выставку к столетию республики. Второе – огромное желание Третьяковской галереи сделать образцовую выставку для регионов, когда из 50 вещей, представленных здесь, в Якутске, 17 или 18 работ сняты из постоянной экспозиции Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу. И третье – невероятная помощь правительства. Я очень признательна и главе региона Айсену Сергеевичу Николаеву, и всем, кто сделал возможным реализацию этого проекта, который, я считаю, наверное, самый совершенной, самой серьезной, самой масштабной выставкой, которую Третьяковская галерея делала в регионах. Я не преувеличиваю, и это не некая формальная любезность. Действительно, выставка сделана по гамбургскому счету, она придумана именно такой, ее сопровождает замечательный каталог. Выставка развернута в полностью переоборудованных залах Национального музея. Она развернута в замечательной архитектуре Эрика Белоусова, архитектора, с которым Третьяковская галерея неоднократно работала по своим проектам в Москве. И когда ты попадаешь в этот зал, то первое, что происходит, ты просто стоишь удивленный, в состоянии такого культурного шока, и единственное, что ты можешь произнести, это «А!». А потом ты начинаешь ходить и смотреть, и понимать, что это не просто первое впечатление, первый эффект, что она очень хорошо продумана, что каждый из разделов раскрывает какие-то важнейшие особенности русского искусства. И самое главное, дарит встречу с произведениями, которые очень многие знают просто по школьным учебникам, и с произведениями, которые очень о многом могут говорить зрителям, рассказывают интересные истории или вызывают какие-то невероятно сильные эмоции. Но на самом деле эти полотна бесценны. Как же пришлось их перевозить? Ведь расстояние от Москвы до Якутска довольно-таки внушительное. Иногда даже люди не способны в себя прийти после перелета, а тут… Могу сказать, да, это долгий, непростой перелет. Работы транспортировались самолетом, другого пути нет. Конечно, все было застраховано, и все было упаковано специалистами одной из лучших транспортных компаний России, которая обеспечивала безопасность и высочайшее качество транспортировки из Москвы в Якутск. И, надеюсь, то же самое произойдет и на обратном пути. Наверняка для того, чтобы сохранить полотна в их первозданном качестве, следует соблюдать определенные условия. Да, конечно, и здесь, в Национальном музее, эти условия были созданы, понимая, что мы готовы привести лучшие работы из своего собрания. Мы выставили очень четкий райдер, и все это было сделано и соблюдено. И главное, что этот зал был трансформирован и теперь может принимать выставки такого же уровня из любого музея России или, дай бог, из зарубежных музеев.
Как проходил отбор экспонатов для того, чтобы выставить их у нас в Якутии? Возможно, вы нам сейчас приоткроете небольшую тайну и назовете фамилии тех самых живописцев. Конечно, я думаю, что этот проект будет первым, но не последним. Мы решили представить ту часть коллекции Третьяковской галереи и ту часть, которая экспонируется в Лаврушинском переулке, и коллекция искусства XX века. И если идти хронологически, это первая половина XIX, 80-е годы XX века. Если говорить об именах, то мы начинаем выставку полотнами Ореста Кипренского, Карла Брюлова, знаменитый золотошвейка Василия Тропинина. При этом интересно, что какие-то вещи перекликаются с тем, что хранится в коллекции Национального музея. Например, здесь есть Тропинин, или, если говорить об искусстве XX века, мы отправили сюда лучшие работы таких знаменитых советских художников, чье творчество сегодня привлекает огромное внимание, как Гелий Коржев, и опять же в Национальном музее хранится прекрасный натюрморт, или Виктор Попков, и то, что мы привезли с Крымского вала, то, что представляет советское искусство 70-х, 80-х годов, очень интересно перекликается с работами якутских художников в постоянной экспозиции Национального музея Республики Саха. Конечно, это Левитан, и могу сказать, мы не пожалели даже такого шедевра, как «Весна, большая вода». Это восхитительный пейзаж раннего Саврасова. Это уникальная галерея портретов, два блистательных портрета Ильи Репина, художника, чья ретроспектива в 2019 году в Третьяковской галерее привлекла более 600 тысяч человек. И только в феврале этого года в Париже, в Пяти-Пале, закончилась большая выставка Репина, которая пользовалась феноменальным успехом. Билеты невозможно было купить на ближайшие 3-4 дня. Это портрет Пирогова, портрет писателя Короленко, замечательный портрет Ильи Репина, работа Ивана Крамского, блистательный портрет Николая Римского-Корсакова, работа Валентины Серова. Я могу продолжать до бесконечности, но даже перечисляя эти вещи, я перечисляю то, ради чего люди приезжают в Москву и идут в Третьяковскую галерею. Еще раз повторяю, понимая, что это столетие Республики Саха-Якутия, понимая, как важно показывать в регионах и очень далеких регионах то, чем мы владеем, мы действительно приняли решение представить здесь все лучшее, что есть в Третьяковской галерее, что символизирует собой русское искусство. Именно по вашим словам, вы всегда стараетесь удивить зрителя, вывести его на диалог и на взаимодействие с пространством. Скажите, а какие сейчас есть образовательные проекты для детей и взрослых в Третьяковской галерее? Мы очень серьезно работаем в этом направлении. И в последние годы, благодаря нашим партнерам и спонсорам, нам удалось вывести эту работу на совершенно иной уровень. Мы очень серьезно работаем с детьми и подростками. У нас и в Лаврушинском переулке, и на Крымском валу есть замечательные творческие мастерские. Там есть возможности заниматься живописью, всеми видами графических техник, лепкой, скульптурой и даже видеоартом и компьютерной анимацией. Мы организуем циклы лекций, посвященные истории отечественного искусства. Каждая из выставок мы предлагаем своим посетителям интереснейшую образовательную программу, которая очень часто проходит в формате не просто статических лекций, а в формате очень живых дискуссий. Мы приглашаем и художников, и философов, и специалистов. Мы очень серьезно работаем с инклюзивными программами. Это наше ноу-хау. Наши методисты разработали уникальные способы
работы с детьми и подростками с синдромом Дауна, с людьми с признаками аутизма. И то, что им удается сделать, это поражает и при этом трогает до слез. И раз в год мы отдаем либо залы Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке, либо залы на Крымском валу для того, чтобы дети и подростки, вот, отмеченные таким особенным развитием, они имели возможность в течение всего дня быть там и прослушать какие-то лекции, и самим позаниматься искусством, сделать что-то, что потом будет представлено в качестве такой мини-экспозиции, и стать участниками замечательного праздника. Вы не представляете, как они радуются и как они реагируют на все, что им предлагается. На самом деле мы просто не понимаем возможностей этих людей, и наши педагоги вытаскивают из них ту креативность, которая в них заложена природой, несмотря на особенности развития. Недавно завершились реставрационные работы картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван». В чем же уникальность проведенных реставрационных работ? Уникальность состоит в том, что наши реставраторы поставили своей задачей не только компенсировать тот чудовищный ущерб, который был нанесен этой картине ровно 4 года назад. Эта картина после первого нападения в 1913 году была таким хроническим больным настолько, что ее невозможно было перемещать даже в соседние здания. И единственный раз, когда она покидала Лаврушинский переулок, это было в эвакуацию во время Великой Отечественной войны. Так вот, реставраторы поставили задачей вылечить эту картину. И в процессе серьезнейших исследований, которые предваряло вторжение в такой великий памятник, это все сопровождалось консультациями с лучшими специалистами и России, и Европы, была разработана методика, которая позволила вернуть картине первоначальный вид. Она сейчас выглядит так, как она выглядела в 1885 году, когда в мастерской Репина ее увидел Павел Третьяков, когда она была немедленно приобретена этим великим собирателем и основателем нашего музея, какой она была до нападения 1913 года. И при этом реставраторы удалили все позднейшие укрепления, записи, многочисленные слои лака, добравшись до авторского лака, под которым оказалась живопись Репина, которую сегодня ты видишь такой, какой он задумал, а не в виде такой черной заслонки с двумя выхваченными светом фигурами на первом плане. Обнаружилось пространство, интерьер, который мы видим в том числе на гравюрах художников того времени, которые воспроизводили эту картину со всеми особенностями и предметами интерьера, которые после многочисленных укреплений и покрытий лаком исчезли, и мы ее знали совсем другой. Это действительно уникальная работа, и степень ответственности была зашкаливающей. Я просто не понимаю, как мои коллеги могли действительно так серьезно работать с этой картиной, потому что мы все понимали, что любое неверное решение, ей может быть нанесен непоправимый урон. Но решения все были взвешенными, были выработаны серьезнейшие реставрационные ноу-хау, которые войдут в историю реставрационного дела не только в России, но и во всем мире. И в завершении нашей с вами высокопарной беседы об искусстве скажите, пожалуйста, как сейчас пополняется экспозиция Третьяковской галереи? Какие тактики используются? Давайте вспомним Акуджаву: высокопарных слов не надо опасаться. Мы действительно прекрасно понимаем, что любой музей, который перестает пополнять свою коллекцию,
который не продолжает ее развитие сегодня, это музей, который, в конце концов, станет мертвым музеем. Если раньше в советские годы коллекция системно пополнялась за счет федерального бюджета, за счет закупок Министерства культуры, то сейчас действительно на это не хватает средств, и пополнение коллекций идет за счет даров коллекционеров или за счет приобретения того или иного произведения, поступление которого в коллекцию нам помогают меценаты, партнеры и спонсоры. Более того, мы создали эндаумент, и два эндаумента. Один для поддержки малых музеев, это музей, дома художников, музеи, мастерские художников, а второй эндаумент на пополнение коллекции Третьяковской галереи. И в прошлом году нам удалось приобрести две важнейшие картины выдающегося советского художника Ивана Николаева, внука Зинаиды Серебряковой, произведений которого не было в Третьяковской галерее. Он в основном художник-монументалист, но он один из самых ярких и выдающихся живописцев этого времени. И я счастлива, что нам удалось приобрести эти полотна и повесить их в постоянную экспозицию. Когда художник был жив, он скончался через 2 недели после того, как его работы заняли свое место в постоянной экспозиции Третьяковки. Благодарю вас, Зельфира Измаиловна, за интересную беседу. Будем надеяться, что ваш визит в Якутию оставит свой внушительный след в духовной жизни нашей республики. Спасибо. Ну а я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Любите искусство. До встречи.